This is the first time I have been in Kazakhstan. Я в Казахстане в первый раз. And I want to thank you all for your welcome to us here. И я хочу поблагодарить вас за ваше приветствие. And to all of us who've come from other countries. И чтобы поприветствовали всех, кто приехал из других стран. We who have come from outside have not come as experts to tell you how to do it. И мы, которые приехали из других стран, не приехали сюда в качестве экспертов, чтобы рассказывать вам, как делать то или иное. We have come as brothers and sisters in Christ. Мы приехали сюда как братья и сестры во Христе. To lift up the name of Jesus together with you. Чтобы вместе с вами превозносить имя Иисуса. And to proclaim the truth of God's word together. И провозглашать истину Слова Божьего вместе с вами. Now the lady on my left is my wife. И женщина по левую сторону от меня — это моя жена. And before I bring the word of God, we had I won't say a custom, we had a conviction. И перед тем, как я буду учить вас истине, Слову Божьему, у нас есть такая, не то что традиция, но просто у меня есть убеждение, что мы должны сделать следующее. To proclaim the word of God aloud in faith. Мы должны по вере громко своими устами провозгласить Слово Божье. We have learned by experience that there is nothing more powerful we can do than that. И опыт мой показывает, что нет ничего сильнее, чем чем провозглашение Слова Божьего. Ruth and I do it regularly, several times each day. И каждый день, по несколько раз на дню, мы с моей женой Руфь делаем это. For my part, I do not believe I would be alive today if I had not learned this secret. Что же касается меня, я считаю, что я бы уже бы умер, если бы не практиковал это, если бы Бог не открыл мне этот секрет. About 4 years ago, I was very, very sick. 4 года назад я был очень болен. But I came through that sickness. Но я прошел через эту болезнь. By proclaiming the truth of God's word. Провозглашая истину Слова Божьего. Even when I did not feel it. Даже если я не чувствовал. Even when it did not seem to be true. Если я не чувствовал истину, своими чувствами истину этого слова. So I want to share with you this wonderful secret before I begin to preach. И перед тем, как я начну проповедовать, я хотел поделиться с вами этим прекрасным секретом. Now, when we proclaim the word of God, и когда мы провозглашаем Слово Божье, we make it personal. Мы делаем это нашим личным исповеданием. In other words, if the Bible says you, то есть, если Библия говорит вы, we say we. Во время провозглашения мы говорим мы. And we're going to show you how to do it from a passage in 1 Corinthians. И мы сделаем это на примере местописания из первого послания Коринфянам, 6 глава. Verse 11. 11 стих. Paul is speaking to Christians who had lived very wicked lives. Павел здесь обращается к христианам, которые до своего обращения жили ужасной жизнью. But he reminds them how they had been changed through faith in Jesus. Но он напоминает им о том, какие изменения произошли в их жизни по причине их веры в Иисуса Христа. And after this list of terrible things that they had done, и после этого здесь идет перечень, Павел приводит перечень ужасных дел, какими они занимались. Но после этого перечня, he goes on to say in verse 11, в 11 стихе он продолжает. And such were some of you. И такими были некоторые из вас. But you were washed. Но омылись. But you were sanctified. Но осветились. But you were justified in the name of the Lord Jesus. Но вы оправдались именем Господа нашего Иисуса. And by the Spirit of our God. И Духом Бога нашего. Now Paul says you were washed. И Павел здесь как бы говорит, вы омылись. But we make it personal. Но мы сделаем это очень личным для нас. So we say we are washed. Итак, мы скажем, что мы омылись. We are sanctified. Мы осветились. We are justified. Мы оправдались. In the name of the Lord Jesus. Именем Господа нашего. And by the Spirit of our God. Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Now those of us, thank you. Those of us who speak English, we're going to do it together in English without the Russian. Те, кто через несколько мгновений мы сделаем это еще раз, и те, кто говорят по-английски, будут говорить по-английски, не дожидаясь перевода. Since there are not so many English-speaking но так как большинство не говорят на английском, please speak out loud. Пожалуйста, говорите это вслух. We're going to say it the way we want you to say it. First of all, Ruth and I will say it ourselves alone. Сначала мы с Руфь скажем эти слова. We are washed, we are sanctified, we are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Now then, English speakers, we want you to say it with us. И теперь я хочу, чтобы те, кто говорят по-английски, вы повторили эти слова вместе с нами еще раз. But we are washed, we are sanctified, but we are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Now we want to hear the Russian speaker. Теперь мы хотим, чтобы русскоязычная You часть. need to read it out from the
the Bible, do so. Если вам, Remember it, do it without. если вам будет легче читать, откройте это место. Если вы запомнили уже это место наизусть, вы сможете просто повторять. And our interpreter will lead the way. И переводчик будет вести это исповедание. All right. Итак, мы омылись, мы осветились, мы оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа, и Духом Бога нашего. All right, now I want you all to say it together. И теперь я хочу, чтобы вы вместе с переводчиком одновременно говорили. And say it as if you really mean it. И говорите так от всего своего сердца. Мы омылись, мы осветились, мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. That was good, but you can do it better. Очень хорошо, но вы можете еще лучше. Now I want you to say it this time as if you really mean it. И я хочу, чтобы в этот раз вы сказали от всего-всего своего сердца. Итак, мы омылись, мы осветились, мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Amen. Аминь. Shall we give Jesus a clap? Давайте поаплодируем Иисусу. All right, now I will come back to that scripture later. И позднее я вернусь еще к этому месту Писания, So don't forget it. поэтому не забывайте. But I'm going to start in another subject. Но я сейчас начну рассказывать вам о несколько другом предмете. I want to speak about how evil came into the universe. Я буду говорить о том, как зло пришло во Вселенную. There was a time in the universe when there was no evil. Было время, когда во Вселенной не было зла. The whole universe was totally pure and free from evil. Вся Вселенная была чистой, и она не была запачкана злом. But then something happened that opened the way for evil. Но потом произошло нечто, что открыло дверь для зла. And I believe it is very important for us to understand what happened Я верю, что очень важно для нас понимать причину, что за произошло. and how evil came in. То есть, каким образом зло пришло в мир. Because evil is very cunning. Потому что зло очень хитрое. And sometimes it seeks to deceive us. И очень часто зло пытается обмануть нас. And we don't recognize it as evil. И мы не узнаем зло как зло. So I want to show you the origin of evil. Итак, я хочу рассказать вам о корне, об истоках зла. I want to go to certain scriptures of the prophets. И я обращусь при этом к нескольким местам из пророков. We need to remember that prophets not only tell us things that will happen in the future, Нам нужно помнить, что пророки не только говорят нам вещи, предсказывают будущее, but they also tell us things that happened in the past which we could not know otherwise. но пророки также нам говорят о вещах, о событиях, которые произошли в прошлом, о которых мы не можем узнать. For instance, Moses tells us how the world came into being, Например, Моисей повествует нам о том, как была сотворена земля и весь мир. something that we could not know if it was not revealed to us. То есть это то, что мы никак не могли узнать, если бы это не было открыто нам. So I'm going to look at two passages in the prophets Итак, сейчас мы будем рассматривать с вами два места из пророков, which describe how evil came into the universe. которые повествуют нам и описывают нам то, как пришло зло во Вселенную. And it is important to remember that evil did not start in time. И очень важно нам понимать, что зло не началось в определенное время, But появилось. in eternity. Что оно не пришло во время, но оно в вечности появилось. And it did not start on earth, И зло не появилось на земле, it started in heaven. оно появилось на небе. There was a very wise and beautiful angel Был один прекрасный и очень мудрый ангел. whose name was Lucifer. Его имя Люцифер. And Lucifer means the one who brings light. И Люцифер в Библии расшифровывается как осеняющий или сияющий, тот, кто приносит свет. He was one of the wisest and most beautiful of all angels. Он был самым прекрасным и самым мудрым из всех ангелов. But it was through him that evil came into the universe. Но именно через него зло пришло во Вселенную. And the root of his problem was in one word. И корень его проблемы заключается, можно описать одним словом. And the word was pride. И это слово гордость. We hear a lot of teaching in church about various kinds of sin. И в церквях много очень учатся в церквях о различных типах греха. Warning us against drunkenness and immorality. И там учатся о том, чтобы мы не напивались, чтобы мы не употребляли алкоголь и другие грехи.
But very seldom are we warned against pride. Но очень редко нам проповедуют и учат в церквях о гордости. In fact, one of the things that religion often does is to cultivate pride. Больше того, очень часто религия культивирует гордость в людях. And yet it is the most deadly of all sins. Но тем не менее, это самый смертный из всех грехов. And it is the sin out of which all other sins have come. И это есть грех, который с корнем всех послужил причиной всех остальных грехов. And as we study these events, И когда мы будем изучать с вами эти события, I want you to be asking yourself, я хочу, чтобы вы себе задавали вопрос. is there perhaps some pride in my heart? Имею ли я какую-нибудь гордость в своем сердце? Maybe some pride because of my religion. Может быть, я горжусь, у меня есть гордость из-за моей религии. I think nothing makes people more proud than religion. Я думаю, люди не гордятся ни о чем, больше всего люди гордятся о религии. So let's look at two passages Итак, давайте откроем два места, that describe the fall of Lucifer. которые описывают падение Люцифера. The first one is in Isaiah chapter 14. Первое – это 14 глава Исаии. Beginning at verse 12, Начиная с 12 стиха. and I'll read verses 12, 13, 14, and 15. И я прочитаю с 12 по 15 стих. We can have it first in English and then in Russian. Я буду по-английски, и переводчик будет переводить на русский. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the height of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. С 12 стиха. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. And then we'll turn to Ezekiel chapter 28. И теперь откроем Иезекииля, 28 главу. And these words are addressed to someone who is called the king of Tyre. И слова, которые здесь мы будем читать, адресованы к тирскому царю, царю Тира. The first part of the chapter is addressed to the prince of Tyre, Итак, первая часть этой главы, 28 главы, предназначена для царя Тира, who is a human ruler. который являлся человеком и был правителем. But then the words are addressed to the king of Tyre. И сначала правителю, начальствующему в Тире, и дальше слова адресованы царю Тира. And it is very clear that he is not a human being. И очень отсюда четко видно, что этот царь тирский не является человеком. And this brings out an important fact. И это дает нам очень интересный факт, важный. That behind earthly kingdoms and rulers, Это говорит нам о том, что за спиной людей, правителей этого мира, there are satanic rulers in the heavenlies, за спиной этих людей стоят дьявольские, сатанинские правители в духовном мире, who seek to control the destiny of nations. целью которой они себе поставили они ищут управление страной. And as Christians who are called to intercession, И как верующие, призванные ходатайствовать за свои страны, we need to learn to identify these powers мы должны научиться, как опознавать эти силы, and know how to apply against them the victory of Jesus. и как прилагать и применять победу Иисуса Христа против них. Anyhow, we look at now what is said to the king of Tyre. И давайте сейчас посмотрим, о чем же говорится царю Тирскому. Beginning in verse 12, С 12 стиха. and reading verse 13, И 13, 14, 14, 15, 15 and 17. и 17. I'll do it in English and then in Russian. Сделано это на английском и на русском. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub of heavens. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. And then verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground, I laid you before kings, that they might gaze at you. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.
Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то и на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. И 17 стих. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. It's obvious that that was no human being. Очевидно, что здесь не говорится о человеке. He had been in the Garden of Eden. Потому что здесь говорится, что это существо было в Эдемском He саду. had walked up and down in the fiery И он stone. ходил среди огнистых камней. And he was the cherub that actually covered the throne of God with his wings. И он был херувимом, который осенял или покрывал трон Бога своими крыльями. But he was a created being. Но он был сотворенным существом. He was not God. Он не был Богом. And then it says his heart was lifted up because of his beauty. И написано, что от красоты его возгордилось его сердце. And he corrupted his wisdom by his brightness. И от тщеславия своего он погубил свою мудрость. In other words, his beauty and his wisdom produced pride in his heart. Иными словами, его мудрость и его красота совершили гордость в его сердце. And going back to Isaiah chapter 14, И возвращаясь к 14 главе Исаии, he wanted to set his throne above the stars. он хотел возвысить свой трон выше звезд. And he said, I will be equal with God. И он сказал: я буду равным Богу. That was the cause of his fall. Это и есть причина его падения. That is how evil entered the universe. Таким образом зло вошло во Вселенную. It was not through immorality Это не было через блуд, or drunkenness или употребление алкоголя, or murder, или убийство, but through pride. но через гордость. And when you have been warned against all these other sins, И когда тебя предупреждали обо всех остальных грехах, the sin against which you most need to be warned is pride. я хочу сказать тебе, что больше всего я хочу тебя предостеречь от гордости. Это самый большой грех. I want to suggest to you how this happened. И я хочу показать тебе, как это произошло. God had given Lucifer a very special place in heaven. Бог поставил Люцифера на очень особенную позицию, на очень особенный пост на небе. But he decided he could make a better plan for himself than God had made. Но Люцифер решил, что он может сотворить для себя лучший план, чем тот план, который имел Бог. I want to say that again. Я еще раз скажу. He decided he could make a better plan for himself than God had made for him. Он решил, что он может сделать для себя лучший план, чем тот, который сделал Бог. You see, I've met many Christians who make the same mistake. И я видел многих христиан, которые совершали те же самые ошибки. They are not content to be what God planned them to be, Они не согласны находиться в воле Божьей, but they think they can be something better than God ordained for them. и они думают, что они могут стать кем-то другим, лучше, чем то, что какими их приказал быть Бог. And the root problem is mistrust. И корень этой проблемы есть недоверие. They do not trust the goodness and the faithfulness of God. Они не доверяют верности и благости Богу. I want to tell you that every one of us will be tested in this way. И я скажу тебе, что каждый из нас будет проверен в этом. Ruth and I have been through a rather difficult time in Israel. Мы с моей женой, мы провели много времени в Израиле, у нас были трудные времена. We have been trying to sell the house where we live. Мы пытались продать дом, в котором мы жили. And at the time we left, И к тому времени, когда мы уехали, it had been for sale for 1 year and it was not sold. мы уже уехали из Израиля. И целый год мы давали объявление, но никто не покупал этот дом. And we had already bought another smaller place. И мы уже к тому времени уже купили новый дом, маленький дом. And we needed the money from the house to finish paying for the other place. Но мы не заплатили всю цену, и мы должны были еще определенную сумму, и мы хотели использовать деньги от продажи того дома в Израиле. And sometimes I lay awake wondering what was going to happen to us. И иногда я просто не мог заснуть, я думал, что же произойдет. And one night I felt a kind of heaviness in my spirit. И однажды я почувствовал тяжесть в своем духе. And I said to myself, I wonder what that is. И я спросил себя, что же это такое? And God gave me one very clear word. И Бог дал мне одно четкое слово. Mistrust. Недоверие. And He showed me that I was not really trusting Him. И Он показал мне, что я на самом деле не до конца доверял Ему. And it's not easy. И это не так-то легко.
God is continually testing us as to whether we will trust Him. Бог постоянно проверяет нашу верность Ему, доверяем ли мы Ему. And every test leads to another test. И всякая проверка ведет к другой проверке. God tests us because He loves us. И Бог испытывает нас, потому что любит нас. He's proud of us. Он гордится нами. He wants to make us the best we can be. И Он хочет сделать из нас самых лучших. And to do that, He has to keep testing us. Но чтобы сделать из нас лучшее, кем мы можем быть, Он должен проверять нас. In the book of Job it says this. И в книге Иова говорится: God visits us every morning and tests us every moment. Бог посещает нас каждое утро и испытывает нас каждую секунду. Do you wake up each morning realizing that God is about to test you? Знаешь ли ты, просыпаясь каждое утро, что Бог собирается испытать тебя? Do you realize that all through the day God is testing you? Знаешь ли ты, что на протяжении всего дня Бог испытывает тебя? And He's testing whether you really trust Him. И Он испытывает степень твоего доверия. And you see, Lucifer, in spite of all the blessings that he enjoyed, И Люцифер, несмотря на все привилегии, которыми он наслаждался, he did not really trust God. он не доверял Богу. He thought that he could do better for himself than God had done for him. Он думал, что он может сделать что-то лучшее, чем что приказал ему Бог. And the result was he fell. И в результате он упал. Now, Итак, after this, после всего этого, at some time that we don't really know, в определенный момент времени, о котором точно мы не знаем, God did something new, Бог сотворил что-то новое. something that He'd never done quite that way before. Нечто, подобное чему он еще никогда не творил. He created Adam, Он сотворил Адама. and He created Adam in a different way than he had ever created any other thing. И он сотворил, было нечто особенное в том, каким он сотворил Адама. For the Bible says that He created everything by His Word and by His Spirit. Что отличало его от всего остального, что сотворил Бог. И Библия говорит, что Бог сотворил его своим словом и духом. But the creation of Adam was unique. Но было нечто уникальное в сотворении Адама. And you know we all have one ancestor in common. И ты знаешь, что у всех из нас один общий предок. You may speak Russian or Kazakh or any other language. Может, ты говоришь на русском или на казахском, на любом другом языке. We may look a little bit И different, может быть мы выглядим, but we have one common ancestor. но у нас один предок. You know what his name is? Знаешь, как его имя? Adam. That's right. Правильно. And so this concerns every one of us. Итак, это относится к каждому из нас. We are a special creation of God. Мы особенное творение Бога. God has invested something in us He has not invested in anything else He created. Бог вложил в нас нечто, что Он не вложил ни во что другое, что Он сотворил. Now Satan hates man. Итак, дьявол ненавидит человека. He's jealous of man. Он завидует человеку. Because in a certain sense man is created to take the place from which Satan fell. Потому что в определенном смысле человек был сотворен, чтобы занять место, которое потерял, позицию, которую потерял дьявол. And so Satan does everything he can to persuade man that he is not what God says he is. Итак, дьявол делает все, что в его силах, чтобы убедить человека, что он не то, что о нем думает Бог. And we have heard much teaching that man is descended from the apes. И мы очень много слышали об этих учениях, и якобы человек произошел от обезьяны. I just want to tell you one thing simple. Я тебе одну простую вещь скажу. It is not true. Это не истина, это ложь. It doesn't even seem to be true. И даже не выглядит правдой. Many years ago I was a teacher of philosophy. Много лет назад я был учителем философии. And I know that theories have changed. Я знаю, что теории меняются. But in those days they were all talking about the missing link Но в те дни они все говорили о звене, о потерянном звене between apes and human beings. между обезьянами и человеческими существами. And you know something? Знаешь, They never found it. они так и не нашли это звено. No one ever has found it. Никто так и не нашел это пропущенное звено, It isn't there. потому что его просто нет. It's an invention of the human mind, Это есть выдумка человеческого разума, inspired by Satan. которая была вдохновлена дьяволом. He wants us to underestimate ourselves. Он хочет, чтобы люди недооценивали себя. He wants us to make ourselves cheap, Он хочет, чтобы у нас создавалась такая дешевая картина о себе. to sell our souls for something very cheap. Чтобы мы по дешевке продавали свои души в какой-то теории. And so he tries to persuade us that we are not really valuable. И поэтому дьявол пытается убедить нас, что мы на самом деле не имеем никакой ценности. And some of you don't appreciate how valuable you are. И многие из вас не ценят свою ценность. I want to tell you, you are unique. Я хочу сказать тебе, что ты уникален. There's only one person in the universe like you. Во всей вселенной есть только один такой, как ты. And God knows all about И you. Бог знает все о He тебе. knows how many hairs you have in your head. И Он сосчитал все волосы на He твоей knows where голове. you live. И Он знает, где ты живешь. He knows your problem. Он знает о твоих He проблемах. knows your И weaknesses. Он знает о твоих слабостях. And he loves И you. Он любит тебя. Don't ever let Satan deceive you. Никогда не позволяй дьяволу обманывать тебя. God loves the human race. Бог любит человечество. He loves the people of Kazakhstan. Он любит народ Казахстана. He loves the people of Russia. И Он любит народ России. He loves the people of England. И Like Он, me.
И Он любит англичан, таких как He я. loves the people of the United И States. Он любит американцев. We don't deserve it. Мы не заслуживаем этой любви. There's one thing the Bible never explains. Есть одна необъяснимая вещь в I Библии. looked all through many times. I've never found the explanation. Очень часто я пролистывал всю Библию и искал объяснение одной вещи, Why does God love us? но не нашел. И это почему Бог нас любит. There is no explanation. В Библии нет объяснения. God loves us Бог because He любит loves нас, us. потому что Он любит нас. Should we say that together? Давайте вместе это скажем. I'll say it in English, then you have it in Russian. Yes, God sir. loves us because He loves us. Бог любит нас, потому что Он любит нас. And do it again. God loves us Потому что Он любит нас. because He loves us. Потому что Он любит нас. Now, I want to show you how unique the creation of man was. И теперь я покажу тебе, каким уникальным было сотворение человека. And the Bible is such a wonderful book И Библия такая прекрасная книга, that it describes this marvelous thing in one short verse. настолько прекрасная, что это невероятное, прекрасное событие она писала одним коротким стихом. Genesis chapter 2 and verse 7. Бытие 2:7. And the Lord God formed man, that is Adam, of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Try to picture that for a moment. Представь себе эту картину. The Lord God was not God the Father, Господь Бог не был Богом Отцом, but God the Son. но Бог Сын. As the Bible says, God the Father created everything through the Son. Потому что Библия говорит, что Бог Отец сотворил все через Сына. That was the person who was manifested in human history as Jesus of Nazareth. И эта личность проявилась в истории человечества в лице Иисуса Христа из Назарета. But this was before his incarnation. Но это было до его воплощения. And it says he molded a body. И написано, что Он создал. The word is used of a potter molding a vessel. И то же самое слово используется при описании того, как горшечник формирует свой сосуд. There was this perfect body of clay, То есть было тело, совершенное тело из праха земного, из глины. more perfect than any statue of Michelangelo. Прекраснее и совершеннее любой статуи Микеланджело. But it was just clay. Но это была просто глина. And then the Lord stooped. И тогда Господь пришел. And God always stoops when he comes to man. И Он наклонился, Он всегда наклоняется, когда Он подходит к человеку. And he bent down И Он наклонился and put his lips against the lips of clay, и прикоснулся своими устами к устами этой глины. and his nostrils against the nostrils of clay, И свои ноздри Он прислонил к ноздрям этой. and he Человек. breathed into him the breath of life. И Он вдохнул в него дыхание жизни. And man became a living human being. И человек стал живым человеком, человеческим All the существом. organs and functions that every man has. Со всеми органами и функциями, которые имеет каждый человек. Now, the Hebrew language И еврейский язык. is one of those languages where words contain the sound of what they mean. Еврейский язык это один из тех языков, где слова содержат в себя звук, то есть произношение того, что они значат, свое значение. For instance, the word for thunder in Hebrew is ra'am, Например, гром по-еврейски раам. and the word for an earthquake is ra'ash. И слово, обозначающее землетрясение, рааш. You can hear the sound in the word. Ты можешь слышать звук, значение в том, как звучит слово. Now, the same is true of the word used to breathe. То же самое относится к глаголу «вдохнуть». In Hebrew, it is vayipach. По-еврейски это «ваепах». And the letter pay, or whatever you call it in Russian, what do you call that? Pay? И буква «п», которую мы произносим по-русски, Is what they call a plosive. It's an explosive letter. это слово, грамматический термин, взрывающийся, что ли. Есть грамматический термин, к сожалению. For instance, Например, if I say the word pepper, если я скажу «перец», you watch the paper. извините, бумага, ты смотришь на эту бумагу. Pepper. You see the paper move? Бумага, ты видишь, как... The air hit the paper and moved it. То есть по-английски это слово, ты видишь, как бумага колеблется от звука. And then we have the letter at the end, which Russians can say, И потом на конце этого слова еврейского «вдохнуть» есть буква, которую русские могут произнести. Это which «ха». English people cannot say. И англичане не могут ее произнести. Ha! «Х». It's a long outgoing breath. Это исходящее дыхание, глубокое выдох. And that describes what happened. И это объясняет то, что произошло. Vayipach. Ваепах.
The Lord breathed all his power into that body of clay. Господь вдохнул всю свою силу в это тело из глины, His miracle working power. свою чудодейственную силу. And that changed a body of clay into a living human И being. это превратило этот кусок глины в человеческое существо. Now, nothing else was ever created that way. И больше ничто не было сотворено таким образом. Adam was a unique creation of God. Адам являлся уникальным творением Божьим. And for some reason, God had a special love for Adam and his descendants. И по какой-то причине, особенной причине, Бог испытывает особую любовь к Адаму и его потомкам. I just want to emphasize that. Я хочу еще раз подчеркнуть это. Many of you don't fully realize it. Многие из вас до конца не понимают это. God really loves you. Бог действительно сильно любит тебя. You are special in the sight of God. В глазах Божьих ты особенный. Don't underestimate yourself. Не недооценивай себя. You're not unimportant. Ты важен. You're not just an accident looking for somewhere to happen. И ты не просто как случайность, которая произошла. You are precious to God. Ты драгоценен в глазах Бога. So precious that he gave his son Jesus to die in your place. Настолько драгоценный, что Бог послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер вместо тебя. But because man is so precious to God, Но по причине своей ценности для Бога, Satan hates man in a special way. Дьявол ненавидит человека, потому что человек так ценен для Бога, дьявол ненавидит его особенным образом. And so when man and Adam and Eve were created, Итак, когда Адам и Ева были сотворены, Satan planned to destroy them. дьявол придумал план, как разрушить их. And this is described in Genesis chapter 3. И в 3 главе Бытия мы видим, And I'll read the first Читаем об этом. 7 verses. я прочитаю первые 7 стихов, And then we'll have it in Russian. и потом на русском языке. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. And the serpent said to the woman, You will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. С 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Бог, Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет такого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. When Satan wanted to destroy Adam and Eve, Когда дьявол задумал уничтожить Адама с Евой, he attacked one thing, он направил свою атаку в одном направлении. which was the Word of God. И это есть Слово Божье, против Слова As Божьего. long as they believed and obeyed the Word of God, they were absolutely safe. He could not touch them. Дьявол не мог прикасаться к ним, потому что они были безопасны до тех пор, пока они подчинялись Слову Божьему. And he knew that. И он знал об этом. So he began by attacking the Word of God. И так он направил свою атаку против Слова Божьего. He did not at first deny it, Он не отрицал его с самого начала, but he questioned it. но он поставил его под сомнение. And when Eve entertained the question, she was lost. И когда Ева задумалась об этом вопросе, она уже погибла. And so it is with us as Christians. То же самое относится к нам, христианам. When we are persuaded to question the Word of God, Когда нас уговаривают поставить под сомнение Слово Божье, we will fall prey to Satan. мы обязательно упадем. When Eve entertained the question, И когда Ева задумалась над этим вопросом, Satan followed it with a denial. дьявол подал ей отрицание. You will not really die. Нет, не умрешь. The exact opposite of what God had То said. есть полная противоположность того, что сказал Бог. And if you study the history of the church worldwide in the last century, И если за последний век ты будешь изучать историю церкви за последний век, Satan has followed exactly the same plan. дьявол использовал против церкви тот же самый план. First of all, to question the scripture, Сначала он ставил под вопрос Писание. and when people entertained the И question, когда люди начали задумываться об этом вопросе,
Then he follows it with a denial. Он давал им отрицание. And they developed what is called the new theology. И они, люди, разработали так называемую новую теологию. The first country in which it became powerful was Germany. И прежде всего это развилось в Германии. And it was the new theology that opened the way for Adolf Hitler. Это была новая теология и новое богословие, которое приготовило путь для Адольфа Гитлера. So bear in mind that when Satan wants to destroy you, Поэтому не забывай о том, что когда дьявол хочет разрушить тебя, he will уничтожить, not attack you directly, он не будет атаковать тебя напрямую, but he'll attack the Word of God. но он будет атаковать Слово Божье. He will not immediately deny it. И он не будет отрицать его сразу. First of all, he'll question it. Сначала он поставит его под вопрос. But if you entertain the question, he'll follow it with Но a если denial. тебе понравится этот вопрос, и ты будешь о нем размышлять, об этом вопросе, тогда он даст тебе отрицание Слова Божьего. And then notice the plan that Satan followed. И обрати внимание на последовательность, на план, которым пользовался дьявол. He approached Eve with exactly the same idea that he had had when he was still Lucifer. Он подошел к Еве и предложил ей ту же самую идею, о которой он размышлял, когда он еще был Люцифером. He had had the idea that he could make a better plan for himself than God had made. У него была мысль о том, что он может быть лучше, чем то, что для него приготовил Бог. And that is what he suggested to Eve. То же самое он предложил Еве. You don't have to stay within the limits of God. Тебе не нужно иметь быть в этих рамках, которые поставил Бог. If you eat the tree of the knowledge of good and evil, Если будешь вкушать от плодов дерева познания добра и зла, you'll be able to make a better plan for yourself. тогда ты сможешь для себя жить лучшей In жизнью. fact, you'll become like God. Больше того, ты станешь как Бог. By implication, Satan was questioning the goodness of God. Через косвенным образом он ставил под сомнение благость Бога. He implied that God was a tyrant, Этим самым он подразумевал, привносил эту мысль, что Бог тиран, keeping them in a condition of slavery, который держит Адама и Еву в состоянии рабства. and that they could be much happier and much freer without that. И они без этих ограничений, якобы ограничений Божьих, могли иметь большую свободу. He persuaded them to make exactly the same mistake he had made. И он убедил их совершить ту же самую ошибку, которую он сделал сам. And that is how evil comes. И именно так приходит зло. Its root is mistrust of the goodness of God. Корнем всякого зла является недоверие благости Божьей. It's the thought that I can make a better plan for my life than God has for me. То есть мысль, которая приходит, которая говорит тебе, я могу жить лучше, чем та жизнь, которую мне приготовил Бог. I want to warn you against that. Я хочу предупредить тебя, I have seen many Christians trapped by that error. потому что я видел, как многие христиане попали в ловушку, совершив эту ошибку. What God asks of me is too hard. Бог слишком многого просит от меня. If I follow my own course, I can do better for myself. Вот если пойду как сам хочу, тогда у меня гораздо лучше получится. That's not true. Это не истина, It's a lie. это ложь. But Satan uses it because it works. Но дьявол использует эту тактику, потому что она работает. He's never had to think of a new lie Ему не нужно выдумывать новую ложь, because the old one always worked. потому что старая ложь всегда работает. And millions and millions and millions of people have been deceived by that lie. И миллионы людей обмануты этой ложью. So that's how evil comes. Итак, вот таким образом приходит зло. And if you think it could never attack you, Если ты думаешь, что против тебя не будет такая you атака, can be assured of one thing, it will attack you. я тебе хочу заверить, обязательно будет на тебя такая атака. People who think it will never happen to me Люди, которые думают, со мной такого никогда не произойдет, are the people to whom it happens. это те самые, с которыми это происходит. No. God did not cease to love Adam and Eve because of their disobedience. Но Бог не перестал любить Адама и Еву из-за их непослушания. But Satan attacked God through Adam and Eve. Но дьявол нападал на Бога, атаковал Бога через Адама и Еву. And I imagine it was something like this. И я представляю, что это может быть так выглядело. Because we know that even after the fall, Satan still had access to the presence of God. Потому что мы знаем, что даже после грехопадения, после своего падения на землю, низвержения, дьявол имел доступ к присутствию Божьему. This is described, for instance, in the book of Job. Например, это видно в книге Иова. And I imagine Satan saying something like this to И God. я представляю, что дьявол говорил нечто подобное Богу. God, you're a just God. Бог, ты справедливый Бог. You're perfectly just. Ты совершен в своей справедливости. And I know that you're going to condemn me and my angels. И я знаю, что ты повергнешь меня и моих ангелов And that lake of fire I see over there in the darkness, в эту тьму, в это озеро огненное. Я вижу его там. I know that's where we will end. И я знаю, что мы рано или поздно закончим свой путь там. But God, I want to remind you of one thing. Но Бог, я хочу напомнить тебе об одном.
I and my angels, we are rebels. Я и мои ангелы, мы бунтари. But so are these human beings whom you love so much. Но такие же бунтари, те люди, которых ты так любишь. And when you send us to the lake of И fire, когда ты пошлешь нас в это озеро огненное, remember you're going to have to send them too. не забывай, что их придется туда же послать. And who knows how many centuries God didn't answer. И кто знает, на протяжении скольких веков Бог не давал ответа. But God had a plan Но у Бога был план. to save the human race and still condemn Satan. План о том, как спасти человечество и осудить дьявола. To maintain his justice and yet show mercy. Чтобы не пойти на попятную в своей справедливости и тем не менее выказать благодать человеку и милость. And his plan can be summed up in one word. И этот его план можно собрать в одно слово. The word is Jesus. И это слово Иисус. Jesus is the answer. Иисус есть ответ. And in the fullness of time, И когда придет полнота времени, God sent his son Jesus, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына Иисуса, made of a woman, который родился от Девы, made under the law, который родился под закон, but without any sin, но без греха, to become the sin offering for the human race. чтобы стать жертвоприношением за грех человечества. And when he came on the scene of history, И когда он появился на сцене истории, John the Baptist introduced him with these words. Иоанн Креститель представил его этими словами. John's Gospel, chapter 1, verse 29. 1.29, Евангелие от Иоанна 1.29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Jesus is the sacrificial Lamb of God, Иисус есть жертвенный Агнец Божий, on whom God laid the sin of the whole world. на которого Бог возложил грех всего мира. And by his sacrificial death, he carried it away. И своей жертвенной смертью Он забрал и понес на себя этот грех. So he made it possible for God to be just, И таким образом этот план, Бог остался справедливым Богом, because he had dealt with sin in the person of Jesus. потому что Он расправился с грехом в лице Иисуса. And yet to be merciful to humanity, И это позволило, через это в этом плане содержалась милость, позволило Богу быть милостивым человечеству. to those who accept Jesus as the sin offering. Именно тем, которые принимают Иисуса как жертву за грех. We'll look for a moment in Isaiah chapter 53. И мы сейчас откроем Исайю 53 главу. This is a description of the sacrifice of Jesus, Здесь мы видим описание жертвы Иисуса, written 700 years before it happened. которое было записано за 700 лет до того, как оно совершилось. Exact in every detail. И оно совершилось в каждой, все детали исполнились. Exactly fulfilled in the suffering of Jesus. Все мелочи, все детали были исполнены в страданиях Иисуса. And we will only look at verses 4, 5, and 6. И мы прочитаем лишь с 4 по 6 стих. It says, Surely he. Но Он, The word that's translated surely здесь слово, которое переводится в русском «но», is a word used to emphasize the word that follows. это слово-усилитель, которое усиливает эффект следующего за ним слова. So what it says is, surely he. То есть здесь написано «но Он». In other words, all the emphasis is on him. То есть это слово переносит весь акцент на последующее слово, на слово «Он». Then it says, he has borne our sicknesses and carried our pains, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the punishment for our peace was upon him, and by his wounds we are healed. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. The punishment to obtain peace for us came upon Jesus. Наказание, которое нужно было понести, чтобы приобрести мир от Бога, понес Иисус. So God's justice was fully satisfied. Итак, справедливость Бога была удовлетворена. Only God could have found a way to satisfy his justice Только Бог мог найти способ, как удовлетворить свою справедливость and still show mercy to sinners. и в то же самое время показать и проявить милость грешникам. And then the next verse goes on. И следующий стих продолжается. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him, that's Jesus, the iniquity of us all. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. You see, the problem of humanity Проблема человечества is not that we've all committed murder.
не в том, что мы убийцы, or adultery, или прелюбодеи, or got drunk. или пьяницы. Some of us have never done those things. Да, многие из нас никогда не совершали этого. But there's one thing we've all done. Но есть одно, что совершал каждый. We have all turned to our own way. Мы все повернули на свой собственный путь. And our way was not God's way. И наш путь не являлся, дорога наша не являлась Божьей дорогой. So we are all rebels. Итак, мы все бунтари. That's our problem. Вот это наша проблема. But the rebellion of humanity Но came бунт upon Jesus. человечества был возложен на Иисуса. Then we see another verse in the New Testament. И в Новом Завете мы читаем. First Epistle of Peter, 1 Петра, chapter 2, 2 глава, verse 24. 24 стих. Where's my wine? All right. This is one of our proclamations. Это также одно из наших провозглашений. I doubt whether 3 days ever pass without us saying this. Я, наверное, 3 дней, никогда, не всегда провозглашаю его каждый день. Не прошло 3 дней, чтобы я его, не проходил ни разу 3 дней, чтобы я этого не говорил. First of all, I'll read it from the scripture. Сначала я прочитаю вам из Писания. Speaking of Jesus, Здесь говорится об Иисусе, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose wounds you were healed. Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности, ранами его вы исцелились. And notice that healing through the atonement is never put in the future. И обрати внимание, что исцеление через оправдание никогда не стоит в будущем времени. It's in the past tense. Оно в прошедшем времени. You were healed. Вы исцелились. As far as God is concerned, it is already done. Для Бога это в прошедшем времени. So Ruth and I will say it the way we say it. И мы с моей женой сейчас скажем так, как мы всегда это говорим. Jesus himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose wounds we were healed. Иисус грехи наши сам вознес телом, Иисус грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Make them say it. Давайте теперь вместе скажем этот стих. Take it slowly by a few phrases at the top. Иисус грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Amen. Аминь. I think you should do that again. Я думаю, вам еще раз Now, нужно. if you are sick here tonight, Если ты болен, when you say those words, you can be healed. ты можешь получить исцеление, если будешь говорить эти слова. Don't wait for something to happen in the future. Не жди какого-нибудь будущего события. Receive it right now. Принимай прямо As сейчас. far as God's concerned, it's finished. Для Бога это уже совершившийся факт. So leave them now. Итак, еще раз мы прочитаем. Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Can you say hallelujah? Вы можете сказать «Аллилуйя». If you really believe it, you have to say hallelujah. Если ты действительно веришь в это, ты должен сказать «Аллилуйя». If you didn't say thank you, you'd be the most ungrateful person in the world. Если ты бы сейчас не сказал спасибо Богу, ты бы был самым неблагодарным существом во Вселенной. The problem is not that you're ungrateful, И проблема не в твоей неблагодарности, but it's that you find it difficult to believe. но в том, что тебе трудно в это поверить. But the more you thank God for it, the more you believe it. Но чем больше ты будешь благодарить Бога за это, тем больше ты будешь верить. So why don't we all take time to say thank you, Jesus? Итак, давайте уделим мне время благодарению Богу и скажем спасибо тебе, Иисус. That's good. Очень хорошо. Now I want to go back to Isaiah 53, verse 10. Я вернусь в 53 главу Исаии. This is still describing the sacrifice of Jesus on the cross. Здесь мы видим продолжение описания жертвы Иисуса на кресте. And I'm only going to read the first part of the verse. Я только первую часть стиха прочитаю. And I'm going to change the English translation a little, and you'll have to see how it works in Russian. И мы посмотрим, как... Я чуть-чуть изменю английский перевод, посмотрим, как это получится по-русски. Verse 10. 10 стих, 53:10. Yet it pleased the Lord to crush him to sickness, Но Господу угодно было поразить его, or to make him sick by crushing him. и он... To make him sick by crushing him. Или Богу угодно было поразить или сделать его больным через это поражение.
Then it says, when you make his soul a guilt offering. И дальше написано, когда душа его принесет жертву умилостивления, He shall see his seed, and so on. он узрит потомство и так далее. Now, I don't know Russian well enough, but there's two words. Я не знаю хорошо русский, но два слова. Грех, Sin and guilt. грех и вина. Now, this word here is guilt. Вот слово вместо умилостивления. Even though our English translation doesn't say it, it is. Propitiation. Yeah. So Вместо, make his soul a guilt offering. то есть здесь написано в еврейском оригинале, когда же душа его принесет жертву вины, не жертву умилостивления, а жертву вины. There are two things. То есть два There is слова. sin, Есть грех, which is the actual evil act you have committed. который является, собственно говоря, с этим злым, неправильным действием, которое ты совершил. And there is guilt, И есть вина. which is what you suffer within yourself because of your sin. Это то, что ты ощущаешь и от чего ты страдаешь внутри себя по причине совершения греха. Now on the cross, Jesus dealt with both. И на кресте Иисус имел дело и с тем, и с He другим. bore our sins, Он понес наши грехи, but he also endured our guilt. но Он также пережил и страдал из-за нашей вины. This is a great mystery. И это великая тайна, But on the cross, before he died, что на кресте перед своей смертью the guilt of all humanity came upon Jesus, на Иисуса пришла вина, сошла вина всего человечества. and it crushed him. И это поразило Его. We cannot even begin to imagine what that was like. Мы даже не можем себе представить весь трагизм того, что произошло. But I want to tell you this. Но я хочу тебе сказать, God not merely forgives your sin, Бог не просто прощает твой грех, He delivers you from guilt. Он освобождает тебя от чувства вины. And I think guilt is the greatest weapon that Satan has against Christians. И я верю, что вина – это самое эффективное орудие, которым пользуется дьявол против христиан. And I meet many Christians who are still being tormented by guilt И я встречаю многих верующих, которых еще мучает вина. because they haven't understood that Jesus was the guilt offering. Потому что они еще не поняли, что Иисус был жертвой за вину. He paid the penalty for our sins, Он уплатил цену за наш грех, but He also endured our guilt, но Он также перенес нашу вину, that we might be free from guilt. чтобы мы могли быть свободны от вины. Now let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Коринфянам 5:21. Давайте откроем. Now you might not recognize it, but Paul is quoting Isaiah 53, verse 10. Может быть, ты не обращал внимания, но здесь Павел цитирует 53 главу Исаии. And this is the way I'm going to read it. Я прочитаю это так. God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. 2 Corinthians 5:21. 5:21. I put in the names, God and Jesus. Ибо не знавшего греха Иисуса Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Can you see the exchange that took place? Видишь ли ты эту замену, которая произошла? God made Jesus sin with our sinfulness, И Бог сделал Иисуса грехом по причине нашей греховности, that we might be made righteous with God's righteousness. чтобы мы в нем стали праведностью Божьей. Not our own righteousness, Не своей праведностью, not the best that we can do, не своими but a поступками, totally different kind of но righteousness. совершенно другим видом праведности. The righteousness of God. Праведностью Божьей. God made Jesus to be sin with our sinfulness, Бог сделал Иисуса грехом по причине нашей греховности, that we might be made righteous with God's righteousness. чтобы мы могли стать праведностью, Божьей праведностью. Say that again and make them say it after you. God made Jesus sin with our sinfulness. Итак, давайте повторим это все вместе. Иисус сделал, No, God made Jesus. Бог сделал Иисуса грехом нашей греховностью. So Сделал Иисуса грехом нашей греховностью, that we might be made righteous with God's righteousness. чтобы мы могли стать праведниками с Божьей праведностью. Праведниками с Божьей праведностью. Do you realize that through faith in Jesus you have God's righteousness? Понимаешь ли ты, что через веру в Иисуса ты имеешь Божью праведность? Not your own Не righteousness, свою праведность, not the best that you can do. и не то, каким ты лучше можешь быть, Righteousness that's on a totally different level. но праведность иного уровня. A righteousness that has never known sin. Праведность, которая никогда не знала греха. A righteousness that has never known guilt. Праведность, которая никогда не познала чувство вины. Because it has nothing to be guilty for. Потому что эта праведность не имеет за что быть виноватой. How I long that Christians would understand this. Мое великое желание, чтобы верующие наконец поняли это. This truth can transform your life. Эта истина может изменить твою жизнь.
God made Jesus to be sin with your sinfulness, Бог сделал Иисуса грехом твоей греховностью, that you may be made righteous with God's righteousness. чтобы ты стал праведным Божьей праведностью. You see, there's no room left for guilt in that. И в этой праведности не остается места для вины. If you have God's righteousness, there's nothing that Satan can accuse you of. Если ты имеешь Божью праведность, дьявол не может тебя обвинить ни в чем. The Bible says he's the accuser of И Christians. Библия говорит, что он обвинитель верующих. He accuses us day and night before the throne of God. И что он обвиняет нас день и ночь перед троном Божьим. Why does he accuse us? Почему он осуждает нас, What does he обвиняет want нас? to make happen? Для какой цели он это He делает? wants to make us feel guilty. Он хочет, чтобы мы ощущали чувство вины. Because once we feel guilty, we can Потому что do Satan no harm. когда мы чувствуем чувство вины, мы не можем причинить We дьяволу никакого are вреда. defeated when we feel guilty. Мы проиграли и поражены, когда мы чувствуем чувство This вины. is the devil's greatest weapon against Christians. Поэтому вина есть величайшее орудие дьявола против You do not христиан. need to feel guilty. Тебе не нужно чувствовать вину. No matter how many times you've failed. Неважно, как много раз ты упал. No matter how many wicked things you have И done. неважно, что ты там не творил в своем прошлом. You can believe that you've been made righteous with God's righteousness. Но ты можешь верить, что ты стал праведником, имеющим Божью праведность. There's nothing the devil can taunt you with. И тогда дьявол не может тебя обвинить ни в чем. I'd like to turn to Isaiah chapter 61. Я хочу, чтобы мы открыли 61 главу Исаии. And in your outline it's 62, but that's a mistake. 61. В ваших программах там может быть стоять 62 глава, но это опечатка, 61 глава. Verse 10. Isaiah 61 verse 10. 61, 10 стих. And this is a happy verse. Это очень счастливый, радостный стих. The most powerful words in Hebrew are used to express happiness. Здесь используются слова, которые используются в еврейском языке для выражения величайшей радости. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. Радостью буду радоваться в Господе, возвеселится душа моя в Боге моем. Why? Почему? Reason. Почему? Откуда эта радость? For he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness. Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды или праведности одел меня. Notice God offers you two things. Обрати внимание, что Бог дает тебе две вещи. So many Christians only have one. Очень многие верующие имеют только первую. God offers you the garments of salvation, Бог дает тебе ризы спасения, but then he offers you a robe of righteousness. и после этого дает тебе одежду праведности. Not your righteousness, Не твою праведность, but his righteousness. но Его праведность. And when you're saved, И когда ты спасен, God covers you with a robe of his righteousness. Бог покрывает тебе одежду своей праведности. And no matter what angle the devil looks at you from, И с какого бы, под каким углом дьявол бы не смотрел на тебя, all he can see is the righteousness of все, God. что он видит, это праведность Божья. He has nothing more to accuse us of. И он больше, ему не в чем тебя обвинять. His lying lips are silenced И его уста полные лжи закрыты. once we realize what God has done. И он не сможет ничего сказать, как только мы поймем, что Бог сотворил для нас. You see, when you are reckoned righteous, Когда ты сделан праведным, there's no more guilt. когда ты знаешь, что ты праведен, в тебе нет больше вины. I have a little picture. У меня такая иллюстрация. You're standing in a court of law Ты сидишь в суде, and you're being tried for a crime which carries a mandatory death penalty. на скамье подсудимых, и ты знаешь, что за преступление, которое ты совершил, обязательно по закону смертный приговор. And you're trembling, И ты весь в страхе, трясешься. and your wife is waiting outside to hear the result. И твоя жена ждет снаружи, ждет результата, решения суда. And this is so good. Это так прекрасно. The judge comes in and says, И not guilty, входит судья и говорит: не виновен, not guilty. не виновен. So now how do you speak to your wife? И как же ты, что же тебе скажешь своей When you жене, go outside, когда встретишься с ней? you say, that was a nice meeting. Ты скажешь ей: было очень хорошее собрание. You say, sweet, I want free. Нет, ты скажешь: я свободен, I дорогая! die. Я избежал смерти. If you've never become excited about the gospel, you've never understood it. Если ты тебя никогда не возбуждала эта евангельская истина, тогда значит, ты ее еще не понял. Some people in some churches think we are too excited. Многие люди, в некоторых церквях люди думают, что мы слишком все активно ведем, The слишком truth is the opposite. возбужденно себя You're not ведем. excited enough. Но это неправда. Они правы в том, что мы недостаточно возбуждены. I was a professor of logic before I became a believer. И до того, как я стал верующим, я был профессором логики. And I tell you, the most logical thing in the world is to be excited. И я тебе скажу, что самое логичное, что ты можешь сделать в своей жизни, это восторгаться. It's not fanaticism. Это не фанатизм.
It's logic. Это логика. You were condemned to die. Ты был осужден на You смерть, deserved to и die. ты заслуживал And смерти. Jesus came between you and the wrath of God. Иисус пришел и встал между тобой и гневом All Божьим, your sins in his own body. и понес на своем теле все Paid твои the penalty in грехи, your place. и уплатил твой штраф, твою цену за твой грех вместо Gave you a тебя, garment of и salvation. дал тебе ризы спасения, And wrapped around you a robe of his righteousness. и обернул тебя в одежды своей праведности. How could you help being excited? Как же можно удержаться от этой радости, от этого восторга? The people who have never been excited have never understood what happened. Люди, которые никогда не восторгались этим, до сих пор не поняли. Now I want to turn just in closing to Revelation chapter 12. Я хочу открыть сейчас заключение 12 главу Откровения. This describes how to deal with Satan Здесь нам говорится о том, как мы должны обращаться с дьяволом and all his accusations. и со всеми его обвинениями. We'll read only verses 10 and 11. 10 и 11 стих. Revelation 12 verses 10 and 11. Откровение 12, 10 и 11 стих. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Who is the accuser of the brethren? Кто же этот клеветник братьев? That's right. Правильно, дьявол. Why does he accuse us? Почему он клевещет на нас? What is he aiming at? На что он нацеливается? He wants to make us feel guilty. Он хочет дать нам чувство вины. Because when we feel guilty, Потому что когда мы чувствуем we have no виноватыми, power against him. мы против него не имеем никакой силы. But it says the believers on earth overcame Satan Но написано, что верующие на земле победили его by two things. двумя методами: The blood of the Lamb кровью Агнца and the word of their testimony. и словом своего свидетельства. Now I'll tell you how I understand that. И я тебе расскажу свое понимание. It means this. Это означает следующее. We overcome Satan Мы преодолеваем, побеждаем дьявола, when we testify personally когда мы лично свидетельствуем to what the word of God says о том, что говорит Слово Божье, that the blood of Jesus does for us. и о том, что кровь Иисуса делает для нас. I'm going to say that again. Я еще раз повторю. We overcome Satan Мы побеждаем дьявола, when we testify personally когда мы лично свидетельствуем to what the word of God says о том, что Библия говорит, that blood of Jesus does for us. и о том, что кровь Иисуса делает для нас. You see, you have to testify. Ты должен свидетельствовать. No testimony, no victory. Нет свидетельства, нет победы. You have to testify to what the word of God says. Ты должен свидетельствовать тому, что говорит Слово Божье. So you have to know what the word of God says. Поэтому ты должен знать, что говорит Слово You Божье. have to know what the word of God says about the blood of Jesus. И ты должен знать, что Слово Божье говорит о крови Иисуса. And I want to give you just 3 scriptures. Я дам тебе 3 места Писания. There are many others that we could use. И мы можем, под эту тему подходит много мест. In Ephesians 1 verse 7. Ефесянам 1:7. In him, Jesus, В Иисусе we have redemption through his blood, имеем искупление кровью, the forgiveness of sin. прощение грехов. So what do we have through the blood? Что же мы имеем через кровь? Redemption. We Искупление. have been bought back from Satan's slave market. Мы были выкуплены на этом рынке рабов у дьявола. We were slaves exposed in Satan's market for sale. Мы были как рабы на рынке работорговли дьявола, где мы были выставлены на продажу. Satan was waiting for somebody to buy us. И дьявол выставил нас на продажу и ждал, пока кто-нибудь купит. But Jesus walked into the market Но Иисус вошел на этот рынок. and he said, I'll buy him. И он сказал: я выкуплю его. I'll buy him. Я выкуплю его. I'll pay with my blood. Я своей кровью плачу цену. That's what redemption is. Вот это и есть искупление. You have been bought back from the slave market of Satan by the blood of Jesus. Ты был выкуплен с этого рынка рабов у дьявола через кровь Иисуса. And you have forgiveness of sin. И ты имеешь прощение грехов. So how do you testify? Итак, как же ты свидетельствуешь? I would do it this way. Я бы сделал это так. Through the blood of Jesus, Через кровь Иисуса I have been redeemed from the hand of Satan, я был искуплен из руки дьявола, and all my sins are forgiven. и все мои грехи прощены. Would you like to say that? Хотел бы ты так сказать со мной? Say it after me. Повторяй за мной. Through the blood of Jesus, Через кровь Иисуса I have been redeemed from the hand of Satan, я искуплен из руки дьявола,
All my sins are forgiven. И все мои грехи прощены. All right, now we turn to Romans chapter 5. И теперь откроем 5 главу Римлянам. Verse 9. 9 стих. Much more then, Поэтому тем более, having now been justified by his blood, ныне, будучи оправданы кровью Его, we shall be saved from wrath through him. спасемся им от гнева. What does that tell us about the blood of Jesus? Что же нам, о чем же здесь говорится? О крови Иисуса. That we have been justified, О том, что мы оправданы, acquitted, признаны невиновными, not guilty, невиновными, reckoned righteous. и мы сделаны праведными. In English we say this. И по-английски мы так говорим. You can't translate it into Russian, but Наверное, не переведется на русский, но посмотрим. that I am justified Я оправдан. means that I am just as if I had never sinned. Оправдан — это... то есть получается так, что это правда, как будто я никогда не грешил. Слово «оправдан» по-английски можно разбить на несколько слов. А правда — то, что я никогда не грешил. You get it? Поняли? All right. Then 1 John chapter 1 verse 7. И 1 глава 1 послания к Иоанну. 1 John 1 7. 1 Иоанна 1 глава 7 стих. If we walk in the light as he is in the light, Если же ходим во свете, как и Он во свете, we have fellowship one with another, то имеем общение друг с другом, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. What does that tell us about the blood? Что же здесь говорится о крови? If we are walking in the light. Если мы ходим во свете, You see, the blood does not cleanse in the dark. ты знаешь, кровь не очищает во тьме. It only cleanses when we come to the light. Кровь очищает нас только, когда мы ходим во свете. When we're fully open and honest with God and with one another. Когда мы ходим перед Богом и друг перед другом во свете. When we are walking in the light, И когда мы ходим во свете, the blood of Jesus is continually cleansing us from all sin. кровь Иисуса постоянно, непрестанно очищает нас от всякого греха. It's a continuing presence. Это непрестанный процесс. As long as we walk in the light, Пока мы ходим в свете, the blood of Jesus continues to cleanse us. кровь Иисуса не перестает омывать нас. So through the blood of Jesus, I am being cleansed from all sin. Итак, через кровь Иисуса я очищен от всякого греха. Why don't you say that? Почему бы нам не сказать это вместе? Через кровь Иисуса я очищен от всякого греха. All right, and one more. И еще одно. Hebrews 13, verse 12. Евреям 13:12. Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. So that tells us that we are sanctified by the blood of Jesus. То есть здесь нам говорится о том, что мы освящены кровью Иисуса. We are set apart. Мы отставлены, отделены. We're no longer in Satan's territory. Отделены, мы больше не принадлежим территории дьявола. We are in an area where he has no access. Мы находимся на территории, до которой он не имеет доступа. So that's what we can do to overcome Satan. То есть вот что мы можем делать, чтобы победить дьявола. There are 4 things we can testify to Мы можем свидетельствовать о 4 вещах about the blood of Jesus. о крови Иисуса. There are others, but we will not come to them tonight. И есть еще некоторые моменты, но мы не будем говорить о них сегодня. All right, through the blood of Jesus, Итак, через кровь Иисуса I have been redeemed from the hand of Satan. я искуплен от руки дьявола. All my sins are forgiven. И все мои грехи прощены. You want to say that? Ты хочешь так сказать? Through the blood of Jesus. Через кровь Иисуса я искуплен от руки дьявола. All my sins. Все мои грехи прощены. All right, we go on to justify. И теперь мы переходим к оправданию. Through the blood of Jesus, Через кровь Иисуса I am justified, я оправдан, acquitted, признан невиновным, not guilty, невиновным reckoned righteous, и признан праведным with the righteousness of God. с праведностью Божьей. All right, the next one is cleansing. И следующее — это очищение. While I walk in the light, Пока я хожу в свете, the blood of Jesus is continually cleansing me from all sin. кровь Иисуса непрестанно омывает меня от всякого греха. Иисуса непрестанно омывает меня от всякого греха. And then sanctified. И четвертое — освящен. Through the blood of Jesus, Через кровь Иисуса I am
I am sanctified, Я освящен, set apart to God, отделен для Бога, outside of Satan's territory. вне территории дьявола. Now, to complete everything, we're going back to our proclamation from the beginning. И теперь, чтобы в завершение, мы возвращаемся к тому провозглашению, которое мы делали в начале. 1 Corinthians chapter 6, 1 Коринфянам 6:11. verse 11. Ruth, come on. Русь, давай. Will you do it in English? Мы снова сделаем это по-английски. And then you can do it по-русски. И вы сделайте по-русски. But we are washed, but we are sanctified, but we are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Now what about the English speakers? We don't leave you out. А куда делись англоязычная часть? You say it with us. Вы можете говорить вместе с нами. But we are washed, but we are sanctified, but we are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Now the Russians can do better than that. Я думаю, что у русских лучше получится, чем у англичан. Но мы омылись, но мы осветились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Hallelujah. 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 I'll just finish this. So, why don't you take a little while just to thank God? И давайте уделим время и прославим Бога, и поблагодарим Его. And maybe the singers will help us. И может быть прославляющие помогут нам в этом.